Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Лина Насырова и вначале коротко о главном. Шаг во взрослую жизнь. Только на последнем звонке, когда было речь учителей, я поняла, что я очень не хочу расставаться со школой. Для выпускников школ прозвенел последний звонок и стартовал этап госэкзаменов. За хорошие результаты денежный стимул, однако придется постараться. Даже если во время экзамена какой-то ученик отпросится и попробует воспользоваться каким-либо техническим устройством, у него это не получится, потому что связь здесь отсутствует. Мы убедились в этом и на собственном примере. Новые производства и соглашения о сотрудничестве. Если говорить о нефтегазохимической отрасли и отрасли энергетики, это, безусловно, основа экономики нашей республики. Уфа в 33-й раз приняла международный форум и выставку «Газнефть-технологии». Министерство энергетики Российской Федерации с огромным удовлетворением отмечаем развитие промышленности Башкортостана. Для обмена опытом в Башкортостан. Здесь будет радикальная операция. Не утратится качество жизни. Мочеточники будут пересажены в кишечно-мочевой пузырь. Уфа стала хозяйкой Всероссийского съезда онкологов. Врачи обменялись опытом и провели уникальные операции. Несмотря на то, что орган будет удален, пораженный, на месте него сформируют новый, причем из собственных тканей пациента. Рубикон пройден. Эта неделя стала судьбоносной для выпускников. Прозвенели последние звонки. Стартовала волна единого госэкзамена и подготовка к приемной кампании в вузы и колледжи. Принципиальных новшеств нет, однако Минобразование уже не первый год наблюдает интерес будущих абитуриентов к недавно появившимся специальностям. Слова поддержки выпускникам пожелал и Ради Хабиров. Обо всем подробнее расскажет Артур Шамсудинов. Почти на каждой площадке в день последнего звонка праздничный вальс. Так выпускники прощаются со школой. Радость, слезы и планы на будущее. Все это переплелось на торжественных линейках. Хотела сказать, что облегчение, но на самом деле только на последнем звонке, когда была речь учителей, я поняла, что я очень не хочу расставаться со школой. И я не знаю, готова ли я к взрослой жизни. Я буду очень сильно скучать. И все-таки у меня высокие амбиции на взрослую жизнь. Надеюсь, что все сбудется. Радость от предвкушения скорой свободы и грусть от расставания с одноклассниками, а также привычным распорядком дня. На линейках некоторые не скрывали слез, но прощаться после 11 лет обучения все-таки придется. То, что 11 лет закончились, но впереди новая глава жизни. И этот этап начался буквально накануне. Сдача единого госэкзамена – первое серьезное испытание на пороге взрослой жизни. Сессия ЕГЭ стартовала с 3 предметов – истории, химии и литературы. Я сдаю ЕГЭ по химии. Я не особо волнуюсь, если честно. Я уверен в своих силах, в принципе, сдам. Ничего сложного, я весь год готовился. У хороших учителей, во второй Окярской школе. Химия, потому что иду на стоматологию. А вот Амир Халиков из Уфимской гимназии выбрал в качестве предмета по выбору историю. Много специальностей по ней выбрать можно. Я выбрал себе юридический, хочу поступить. С августа месяца начал заниматься. Уже ближе к февралю я стал призером регионального этапа по истории. Чтобы подбодрить выпускников перед экзаменом, Управление образования Уфы запустило специальный проект. На всех столичных пунктах сдачи ЕГЭ можно послушать напутствие от известных горожан. Стоит только навести камеру на QR-код. Дорогие выпускники, у вас все получится. Дерзайте, идите вперед. Такие маленькие, но мотивационные видео всегда помогают легче себя почувствовать перед экзаменом. И на душе даже как-то легче становится и как будто бы приободряют. И тем более, если это сделал сам мэр. В 2025 году единый госэкзамен в регионе будут сдавать почти 17 тысяч выпускников 11 классов. Четверть из них из уфимских школ. На каждом этаже установили вот такие глушилки, которые подавляют мобильную связь и интернет. Их разместили возле туалетов. Даже если во время экзамена какой-то ученик отпросится и попробует воспользоваться каким-либо техническим устройством, у него это не получится, потому что связь здесь отсутствует. Мы убедились в этом и на собственном примере.
Пока выпускники закрывают финальную главу в виде экзаменов, вузы региона активно готовятся к предстоящей приемной кампании. Очевидно, борьба будет за каждого абитуриента. Чтобы привлечь к себе молодых людей, даже традиционные, на первый взгляд, университеты предлагают новые специальности. Сельскохозяйство тоже активно шагает, получается, активно развивается IT-направление. Допустим, вот самый такой актуальный вопрос, как посчитать, грубо говоря, количество вредителей на поле, да, ведь? В нынешнее время агрономы буквально ручную считают, ручную собирают, получается. Мы тоже собираем колорадские жуки. То есть посчитать невозможно. Как раз вот для того, чтобы посчитать вот некоторые моменты, как раз нужны специалисты. А те направления, которые будут писать как бы программу с нуля. Для этого мы сейчас вот активно развиваем такое направление, как прикладная информатика. Сфера IT – одно из самых востребованных за последние годы направлений. Именно поэтому в Министерстве образования наблюдают тенденцию. Среди наиболее популярных предметов единого госэкзамена – профильная математика и информатика. Рост производства, рост промышленности. Наибольшее количество специалистов, которые сейчас требуются в нашей экономике, это специалисты IT-профиля, машиностроение, инженерные направленности. Поэтому ребята это видят. Ребята видят и вакансии, которые сейчас есть в целом на рынке труда, поэтому выбирают эти предметы. Сдать экзамен хорошо, во всех смыслах выгодно. В том же аграрном университете, например, при пороге выше 190 баллов студенты могут рассчитывать на повышенную стипендию в 11 тысяч рублей. От 210 баллов уже на 16 тысяч. А вот стубальники, поступившие в любые вузы республики, получат разово по 150 тысяч. Поэтому желаю ребятам успехов, а вам должным образом все организовать, чтобы все работало. И те меры поддержки, которые вы сказали, их давайте, конечно, сохраним и всех поощрим. Второй год подряд у выпускников есть возможность пересдать единый госэкзамен по одному учебному предмету 3 или 4 июля. Как отметили в Минобразовании, в прошлом году 72% от общего числа пересдавших улучшили свои показатели. При этом стоит учесть, действителен только последний результат. Поэтому ребятам необходимо иметь твердую уверенность в своих знаниях. Артур Шамсудинов, Артур Ханов и Родион Матвеев. Итоги недели. Запуск новых производств и соглашения о сотрудничестве. В Уфе стартовал ежегодный российский нефтегазохимический форум и международная выставка «Газнефтехнологии». Главное отраслевое мероприятие страны проводится в башкирской столице в 33-й раз. География участников традиционно обширна. В Башкортостан приехали делегаты 40 регионов и 12 зарубежных стран. О новинках отрасли и как эксперты оценивают топливно-энергетический комплекс республики в репортаже Азат Садреева. Нефтегазовую сферу невозможно представить без современных высокотехнологичных машин. Помимо колесной и гусеничной техники, в отрасли активно применяется и беспилотная летательная авиация. И что немаловажно, эти аппараты отечественного производства и уже показали свою эффективность. За 12 часов дрон пролетает более 1000 километров. Данная беспилотная авиационная система может оснащаться различными вариантами полезных нагрузок для тепловизионной, аэрофотосъемки, для анализа утечек газа на трубопроводах. Установка по производству ингибиторов коррозии к запуску готова. Уважаемые руководители, просим разрешить запуск установки. Запуск разрешаем. Российский нефтегазохимический форум уже традиционно стартует с открытия новых производств. На этот раз глава Башкортостана Радий Хабиров и министр энергетики России Сергей Цивилев в онлайн-режиме запустили установку получения ингибиторов коррозии в Благовещенске, цифровую подстанцию в Краснокамском районе и распределительные газопроводы в Уфимском и Салаватском районах. Руководитель республики отметил, что нефтегазохимическая отрасль и энергетика – это основа экономики региона. Я сегодня, пользуясь случаем, от всей души хотел поблагодарить руководителей предприятий этого сектора. В очень непростое время живем, но благодаря вашей работе, работе ваших трудовых коллективов, предприятия развиваются. Не просто выживают, они сохранили свои программы модернизации производства, они продолжают инвестиционные проекты, и за это вам огромное спасибо. Мы в республике создаем условия точно так же, не только для сохранения и развития существующих предприятий, но и для того, чтобы появлялись новые предприятия. Достижения Башкортостана в нефтяной и газовой промышленности, а также в энергетике высоко оценили и федеральные министры. Мы, Министерство энергетики Российской Федерации, с огромным удовлетворением отмечаем развитие промышленности Башкортостана. Башкортостан – важнейший промышленный центр нашей страны.
важнейший центр для топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. После церемонии открытия гости осмотрели международную выставку. Не только передовые технологии вызвали интерес у участников форума. По словам министра энергетики России Сергея Цивилева, топливно-энергетический комплекс страны работает не только на благо жителей, но и активно поддерживает участников спецоперации. Большой вклад в общую победу вносят и башкирские предприятия. Так, на одном из уфимских научно-производственных объединениях изготавливали вот такие ударные БПЛА. Они уже успешно проявили себя на поле боя, и сейчас конструкторы изготавливают вот такие новые дроны на оптоволокне. На Донбассе их используют башкирские батальоны. Свои достижения и наработки представили предприятия из 40 регионов России и 12 зарубежных стран. Здесь же были подписаны и новые соглашения о сотрудничестве, в том числе с деловыми партнерами из Китая. Мы подписали соглашение о сотрудничестве. Сотрудничество касается освоения технологий литья лопаток газотурбинных двигателей. В настоящий момент мы с коллегами сотрудничаем по изготовлению лопаток для нашей турбины АТС-10 СТМ. Мы в дальнейшем планируем постоянно обмениваться технологиями. Центральным событием форума стала пленарная часть, на которой одной из главных тем обозначили развитие энергетики России. По поручению президента Владимира Путина разработана и утверждена энергетическая стратегия до 2050 года. Отрасль, в том числе и нефтехимическая, развиваются даже под самыми серьезными экономическими санкциями в истории. И, по словам экспертов, предприятия Башкортостана вносят в это свой значительный вклад. Такие центры нефтехимии, как БСК, Газпром нефтехимсовод, являются предприятиями, производящими современную продукцию нефтехимического профиля. Катализаторные заводы, прежде всего завод КНТ Групп в Ишимбае и РНКАТ Роснефти. Это заводы, которые во многом сейчас обеспечивают импортнезависимость нефтеперерабатывающей отрасли. Участники также отметили высокий уровень организации форума и международной выставки «Газ-нефть-технологии», на которой свою продукцию представили 350 российских и зарубежных компаний. У каждой выставки своя особенность, нельзя сказать, понимаете, 56 деловых мероприятий, рассматриваются все практически отраслевые направления. То есть мы охватили все, что можно, чтобы выставка была интересна для всех специалистов нефтегазохимической отрасли. Не забыли на форуме и о тех, кто десятилетия жизни отдал работе в топливно-энергетическом секторе. Передовики производства получили почетные звания и государственные награды из рук главы Башкортостана и министра энергетики России. Азат Садреев, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. Башкортостан наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Татарстаном показал наиболее устойчивые показатели промышленного производства. Такой вывод был сделан по итогам доклада подготовительного центра развития региональной политики. Работа была посвящена анализу состояния промпроизводства в российских регионах весной 2025 года. Специалисты подчеркивают, ситуация в субъектах сильно зависит от их промышленной специализации. Лидерство в сфере промпроизводства у Башкортостана, следует из доклада, обусловлено эффективно выстроенной региональной властью экономической политикой. Наличие таких инструментов, которые демонстрируют, что экономика находится под вниманием высшего руководства и главы республики, является применение таких уникальных, на мой взгляд, для республики инструментов, как проведение промышленных часов, проведение инвестиционных часов, соответственно, внимание всем крупным предприятиям в муниципалитетах, поскольку они оказывают существенное влияние на развитие. Поэтому эти инструменты и личный авторитет и внимание главы республики, безусловно, оказывают положительную роль в динамике промышленного производства. В докладе отмечено, что успешность Башкортостана и Татарстана наряду с Московской и Ленинградской областями заключается в использовании эффективных инструментов развития промышленного производства. В частности, предоставляются льготные займы для предприятий, разрабатываются и внедряются программы поддержки конкретных отраслей. Важную роль играет и стремление властей диверсифицировать промышленность, развивать не только традиционные отрасли, но и новые, такие как цифровые технологии. Достаточно высокая степень диверсифицированности экономики Башкортостана позволяет ей чувствовать себя достаточно уверенно и в настоящее непростое время. На положение предприятий сегодня действует целый комплекс негативных факторов, и единственный путь, по которому
следует пойти и экономике республики, и экономике всей страны, это, конечно же, по пути наращивания производительности труда. На неделе Уфа стала хозяйкой 13-го съезда онкологов страны с международным участием. В Башкортостан съехались более 4000 лучших специалистов для обмена опытом. Республика выбрана площадкой для проведения значимого медицинского события не случайно. У нас работает многоуровневая система оказания онкологической помощи. Традиционное мероприятие состояло из теоретической и практической части. Во время форума ведущие специалисты из регионов России осмотрели онкологические центры республики. Сюжет Динары Масхановой. В прошлом году специалисты республиканского онкодиспансера провели более 12,5 тысяч операций. И эта цифра растет и говорит о том, что служба в Башкортостане развивается. Чем больше хирургических вмешательств, тем больше пациентов, болезнь которых выявилась на ранних стадиях. На операционном столе мужчина, это житель нашей республики, его возраст примерно 50 лет, то есть достаточно молодой и предполагающий, несмотря на сложные заболевания, дальнейшую жизнь и качественную жизнь. Поэтому, несмотря на то, что орган будет удален, пораженный, на месте него сформируют новый, причем из собственных тканей пациента. Сначала хирурги удаляют пораженный раком мочевой пузырь. Новый орган будут создавать из части кишечника самого пациента. Операция проводится не впервые, однако считается достаточно сложной. Здесь будет радикальная операция. Не утратится качество жизни, мочеточники будут присажены в кишечный мочевой пузырь, и пациент будет мочиться так, как он мочился. Здесь мы еще оставляем ему предстательную железу, потому что предстательная железа для мужчины – это важный орган, особенно для молодого пациента 50 лет. Он еще может рассчитывать на хорошую, также семейную, половую жизнь. Мастер-класс, который показал главный онколог Минздрава России, транслировался на всю страну. Проведение операций в стенах башкирского медучреждения говорит о высоком уровне подготовленности площадки для хирургической процедуры. Это действительно уникальные вещи, которые раньше выполнялись только в крупных федеральных центрах. Сегодня эти операции выполняются на базе онкологического диспансера города Уфы, Республики Башкортостан. Это говорит о том, что оснащение и кадровый состав диспансера готов к выполнению этих сложнейших операций. В республике развернуто более 1500 коек для онкобольных. Это один из лучших показателей среди регионов страны. Созданы специализированные центры, где пациентам окажут высококвалифицированную помощь. Один из таких – Уфимский хоспис. В дни проведения форума его посетили гости съезда. Под опекой хосписа находятся 1000 детей и взрослых с тяжелыми заболеваниями. Единственный в регионе и второй в России стационар был построен с нуля на благотворительные пожертвования. В хосписе вообще создаются условия, которые должны быть соответствовать такому стандарту, как все мы принимаем, это как дома. То есть, соответственно, здесь должно быть организовано все, что нужно и необходимо для поддержания их жизнедеятельности, но в то же время должен быть организован и их досуг, и то, чтобы было комфортно, удобно, не только ребенку, например, но и маме, не только подопечному, который находится у нас непосредственно в хосписе, но и ухаживающим родственникам и всей семье. То, как здесь все это сделано, оформлено, говорит о том, что у людей есть право болеть в достойном качестве жизни. И даже худшие варианты исхода болезни нашей, мы все-таки занимаемся онкологией, это серьезно. Человек не чувствует нарушения качества жизни. Потому что каждый день подарок, и видно, что здесь сделано все для людей. Для людей. Вот это 100%. Еще один центр, которым республика по праву может гордиться, это Центр детской онкологии и гематологии. Он открыл свои двери в прошлом году. Маленькие пациенты могут получить здесь все то, что раньше было доступно в крупных федеральных учреждениях. Впервые в республике открылись возможности для трансплантации костного мозга и применения клеточных технологий. Центр укомплектован полностью врачами и медицинским персоналом. Примерно 135 человек сегодня работает в Центре детской гематологии и онкологии. Подготовлены технологии для трансплантации костного мозга. Проведены первые 4 трансплантации здесь. Наша задача сейчас состоит в том, чтобы такой центр находился в интенсивном
ритме работы. Для этого должны сюда поступать пациенты не только из Башкортостана, но и из других мест, где таких клиник нет. В этом году Российская онкологическая служба отмечает 80-летний юбилей. Этой дате, а также памяти выдающегося хирурга-онколога Михаила Давыдова и был посвящен нынешний съезд специалистов. Благодаря мерам, принимаемым в республике, уровень смертности от онкозаболеваний снизился. Главное, что советуют врачи, делать все вовремя. Пациенты, болезнь которых обнаружена на ранней стадии, в дальнейшем имеют возможность жить полноценно. Динара Таймасханова, Виктор Меренков. Итоги недели. Полные залы и острые дискуссии. Тема сохранения экологии на протяжении последнего месяца вызывает живой интерес и обеспокоенность жителей Абзелиловского района. Всех волнует, что изменится, если в муниципалитете построят производство. Эмоционально, активно, неравнодушно к родному краю. Так можно охарактеризовать настроение каждой встречи. Но именно такие собрания призваны дать ответы на наболевшие вопросы. Представители компании заверили жителей, что будут работать в соответствии с самым высоким экологическим нормам, вкладываться в развитие района, помогать с созданием рабочих мест, чтобы не было нужд у сельчан ездить на вахту. Подробнее в сюжете. Чистая и прозрачная вода, что даже на дне просматривается мелкая галька. Это чудо природы – озеро Ектыкуле, раскинувшееся в башкирском Зауралье в окружении гор. Здесь развита индустрия туризма и развлечений. С каждым годом турпоток только растет. Увеличивается и количество баз отдыха и гостевых домов. Вокруг озера есть детские лагеря, лечебные здравницы, небольшие гостиницы, которые оснащены банями, душевыми, кухнями, стиральными машинами и разным оборудованием. У каждого из них должны быть свои системы водоотведения. Их отсутствие может привести к загрязнению окружающей среды и представлять угрозу здоровью людей. Естественно, каждый коттедж должен иметь какое-то сооружение, которое должно отводить воду. Да? Вот это, конечно, не проконтролируешь, как там сбрасывают ли они эту воду или не сбрасывают. По идее, они, конечно, должны сдавать на очистные сооружения. Нету централизованной системы канализации и очистки. Причем она должна быть очень мощная в прибрежной зоне. Сейчас идет сильное загрязнение озер в результате стоков, которые просачиваются от местного населения. И это серьезная проблема, которая приводит к эвтрофикации воды, к заражению воды. В прошлом из-за нехватки очистных сооружений курортное озеро уже загрязнялось. Проблему тогда устранили, реконструировав систему водоотведения. Но туристическая зона застраивается и дальше. И, как считают в местной администрации, эти агрегаты могут не справиться с нагрузкой. На сегодняшний день анализы у нас соответствуют санитарным нормам, но в то же время мы предполагаем, что в связи с застройкой курортной зоны необходимо провести реконструкцию очистных сооружений с увеличением мощности примерно на 500-700 кубов в сутки. Это требуется уже сейчас. А для того, чтобы построить новые или модернизировать существующие очистные сооружения, нужны дополнительные средства. Без инвесторов здесь никак. Вложиться в это могла бы горнодобывающая компания, которая планирует геологоразведку. И если прогнозируемый запас меди подтвердится, то инвестор сможет создать на этом месте промышленный городок. Мы дадим новые рабочие места, и будет отчисление в налоговую базу. Мы будем заниматься социальными мероприятиями в районе. Соответственно, мы дадим толчок развитию данного района и Республики Башкортостан. Тех, которые заинтересовались, уже принимаем на предприятия наших партнеров. К примеру, на сегодняшний день уже на Томинском ГОКе 10 человек работают с Абзелиловского района. Только местные не совсем в восторге от такой перспективы. Жителей интересует, что будет с курортной зоной. Они опасаются экологических последствий. Но специалисты и представители инвестора утверждают, что нет никакой угрозы для природы. Современные технологии позволяют полностью исключить влияние на водные ресурсы. За счет внедрения системы
системы замкнутого водооборота никаких сбросов в природную среду не будет. Строительство предприятия и его эксплуатация ведется с бережным отношением к природе с самого начального этапа. Кроме того, комбинат будет достаточно удален от мест отдыха. Перед строительством исследуется плодородный слой почвы. Он хранится потом до завершения работы предприятия и потом наносится в период рекультивации на объекты. Для снижения выбросов, для того, чтобы защитить ближайшую территорию, применяются технологии пылеподавления. Все пылящие поверхности орошаются. Узлы пересыпа руды максимально строятся закрытыми. Сомнения жителей понятные, но не обоснованные, утверждают представители инвестора и специалисты. К примеру, многие годы бытовало мнение, что десятилетия назад на Салаватском участке медных руд захоранивали радиоактивные отходы. Местные беспокоились, что при разработке все это вылезет наружу. В связи с этим на участок выехали специалисты Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, чтобы обследовать территорию и провести замеры. Приборы показали, что показатели на местности в норме. Максимальное было 0,08 микродиметра в час. Вот идет диаграмма. По Санпину у нас на территории РБ 0,2 микродиметра в час. Любые работы, в том числе возможное возведение предприятия и его деятельность, будут под тщательным контролем надзорных ведомств. И тут, как говорят, ни шагу влево или вправо. Все очень строго. Если будут обнаружены хотя бы малейшие отклонения от намеченных проектных решений, деятельность на участке могут приостановить. В Башкортостане также создадут общественный совет по контролю за ситуацией вокруг возможного строительства ГОКа в Абзелиловском районе. Этот вопрос обсудили на встрече Всемирного Курултая Башкир и руководителя недропользователя. Произвести геологоразведку, дать оценку состояния руды и целесообразность там строительства. Это их обязанность. Совместно с прокуратурой Республики Башкортостан было проведено выездное обследование. Как я и сказал, и на сходе с жителями о том, что это вопрос на острие внимания у всех, так и надзорных органов. И, соответственно, предприятия должны строго соответствовать федеральному законодательству. После проведения изыскательских работ они все скважины обязаны рекультивировать. Представители компании уверяют, что жителям нечего опасаться. Пример тому и успешные реализованные проекты. Один из них связан с городом Карабаш Челябинской области. Населенный пункт был когда-то в списке с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы, а новый инвестор избавил его от негативного наследия. Муниципалитет фактически превратится в новый город с современным безопасным производством, комфортным жильем и передовой социальной инфраструктурой. В Уфе на 3 недели перекрыли проезд около Советской площади. Из-за подготовки и проведения мероприятия до 10 июня движение на участке улицы Пушкина от Цурюпа до Ленина закрыто. В столице республики ожидается проведение международной книжной ярмарки «Китаб-Байрам» и Всероссийского фестиваля игрушек и игр «Айда играть». Масштабные события развернутся как раз на самой Советской площади. Схема движения общественного транспорта на этот период изменится. Запланируйте альтернативные варианты маршрута и готовьтесь к гуляньям. Представители Российской академии художеств будут контролировать ход реконструкции памятника Салавату Юлаеву в Уфе. Об этом стало известно во время рабочей встречи главы Башкортостана с президентом Академии художеств Василием Церетелем и заслуженным архитектором страны Александром Мирианашвили. Ради Хабиров подчеркнул, что по итогам экспертизы одна из главных достопримечательностей башкирской столицы находится в аварийном состоянии. Мы очень признательны, что вы нам окажете содействие. Очень рассчитываем на ваше непосредственное участие, ваши компетенции, ваш опыт, потому что одна из точек просьбы общества была, что раз уж взялись вы делать памятник, пусть самые высокие умы этим занимаются, и технически, и эстетически, и так далее. Поэтому я очень рад, что у нас с вами в этой части сотрудничество формируется. Как отметили гости, представители Академии выступят консультантами во время работы. Василий Церетели и Александр Мирианашвили подчеркнули, что памятник национальному герою республики является культурным наследием. Специалисты Академии сделают все возможное, чтобы сохранить монумент. За их плечами воссоздание храма Христа Спасителя в Москве и множество других памятников. Участвовать будут в реставрации фактически те люди, которые занимались отливкой этого памятника около 60 лет тому назад. Поэтому
весь цикл, да, можно сказать, еще с большим трепетом и любовью. Член президиума Российской академии художеств Геннадий Степанов является, который был директором этого завода и помнит, как отливался этот памятник. Невооруженным глазом видим повреждения, которые есть на чугунной части произведения. И недавно были проведены исследования внутренней части скульптурной композиции, которая выявила, что там есть повреждения не только снаружи трещины, а есть повреждения стальной конструкции, которые находятся внутри, и особенно повреждены крепежные узлы. Вот это все требует тщательной проработки, реставрации и реконструкции. Им обещали красивую загородную жизнь, но дома так и не построили. Порядка 12 семей больше года назад заключили договор на возведение домов в Иглинском районе. Сроки сдачи коттеджей вышли, однако на участках до сих пор лишь фундаменты. Тему продолжит Руслан Потыргариев. Мы заключили договор в апреле 2024 года, 21 апреля. Вот этот вот наш фундамент, который залит был 15 мая. Прошел уже год, а все так же на этапе фундамента, хотя по договору должны были возвести дом за 12 месяцев. Но жилья и обещанной красивой загородной жизни нет, говорит Алина Асеева. Несмотря на то, что большую часть денег, а это 7 миллионов 100 тысяч рублей, застройщик получил. Сваливает это сначала на поставщиков, то на плохой материал, то на то, что здесь отсутствует хорошая дорога. Внятного ответа, когда продолжится стройка, им не дают, люди тем временем продолжают платить за несуществующее жилье. Для покупки дома многие из них оформляли семейную ипотеку. Срок заключения нами договора был это 9 апреля 2024 года. Сроки строительства, как было ранее сказано, не более 12 месяцев указаны в договоре подряда, но вот этот хитрый пункт, о котором ранее было сказано, что у них прописано с момента полной оплаты. Этот пункт, по сути, противоречит принципам траншевой ипотеки, которую оформляли люди. Деньги за строительство банк перечислял частями до фундамента и после его возведения. Последнего транша еще не было. Это и понятно. Из дюжины планируемых строительству домов лишь у одного возведены стены. Дело в том, что я являюсь первым, кто заключил договор на подряд на строительство Юрлс Групп, поэтому и первым не начали не строить. Возведены стены, перекрытие отсутствует. Перекрытие, а также планово должны были начать работы в апреле месяце, по словам руководства застройщика. Застройщиком коттеджного поселка Лесогорье в деревне Блохино Иглинского района является Юрлс Групп. Вместе с теми, кто не может дождаться своего жилья, мы отправились в офис компании, чтобы спросить, когда продолжится стройка. Но представитель компании сначала попросил подождать за дверью, а потом и вовсе заперся в кабинете. Вы можете выйти с нами пообщаться? Вы будете с нами разговаривать? Ну вот, как видите, с нами общаться не хочет человек. Не захотел представитель застройщика идти на контакты со своими клиентами, поэтому вопрос о том, когда они смогут переехать в дома, остается открытым. Люди, в свою очередь, намерены со своей проблемой обратиться в соответствующие инстанции. Руслан Потыргариев, Артур Хуснутдинов. Итоги недели. Глава Башкортостана встретился со старшеклассниками республики, которые проходят учебные сборы в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Заезд состоялся в минувшее воскресенье, и за эти дни ребята уже успели получить первоначальную военную подготовку, освоили строевой шаг и научились оказывать первую медицинскую помощь себе и своим товарищам. Смена состоит из 280 подростков. Ради Хабиров поинтересовался условиями, в которых живут десятиклассники, чем их кормят. Также руководитель региона ответил на вопросы. Школьники спросили, какие книги читает глава республики, сложно ли управлять таким крупным регионом, как Башкортостан. Попросили свозить их на экскурсию в Белый дом. Также юных патриотов интересовало развитие туризма, строительство дорог, сохранение памяти о защитниках Отечества и что такое патриотизм лично для Радия Хабирова. Это любовь, уважение и готовность пожертвовать ради своей страны, ради своей родины, ради своей семьи. Потому что патриотизм – это прежде всего любовь к родине. А родина – это не просто еще место. Родина – это еще твоя семья. Но, тем не менее, к патриотизму все-таки надо воспитывать, потому что
надо о нем рассказывать. Вот почему, вот я говорю, вот даже мы столько много времени, я вот там начал рассказывать, Максим Серафимов, памятник ставим, потому что на примере вот таких ребят, собственно, мы должны себя воспитывать, там, наших детей будем воспитывать, и, собственно, только глядя на таких людей, понимаешь, каким ты должен сам быть. Поэтому это очень важно и, мне кажется, самое главное для мужчины. Ради Хабиров также поинтересовался, в какие вузы собираются поступать ребята после окончания школы. Большинство ответили, что планируют получить высшее образование в республике. И это не случайно. 4 крупнейших университета Башкортостана входят в программу «Приоритет-2030». Через пару лет в Уфе достроят и откроют студенческий кампус на 4500 мест, который закроет вопрос с общежитиями. Колледжи тоже обновляются по всему региону, улучшают свои материально-технические базы. Ради Хабиров отметил, что у ребят есть еще время подумать, чтобы принять правильное решение. И посоветовал хорошо отдохнуть этим летом, потому что будут последние длинные школьные каникулы перед выпускными экзаменами. Мне встреча понравилась тем, что глава республики отвечал на наши вопросы очень хорошо, открыто. Он давал нам развернутый ответ и обещал благоустроить наши районы, а также он обещал построить памятник моему брату Тамерлану Айсаровичу. И в целом встреча прошла очень хорошо, очень понравилась и очень открытый разговор. Уходящая неделя также запомнилась принятием мер по предупреждению пожаров, стартом очного этапа республиканской программы «Герои Башкортостана» и подготовкой к работе загородных и пришкольных лагерей. Сейчас на связи со студией моя коллега Алия Альтубаева. Алия, приветствую. Какие еще события произошли в республике? Элина, здравствуй. Действительно, Башкортостан продолжает готовиться к летней оздоровительной кампании. Руководители загородных и пришкольных лагерей работают над получением санитарно-эпидемиологического разрешения, набирают в штат сотрудников и готовят программы. Для будущих вожатых членов студотрядов провели выездной семинар. Башкирские летние лагеря также примут детей из Луганской и Донецкой народных республик, школьников из Беларуси. Правом на бесплатный отдых воспользуются и дети участников СВО. Под Уфой готовится к ремонту моста через реку Уршак, построенного 45 лет назад. Движение будет организовано круглосуточно с реверсивной полосой и прогнозами трафика от искусственного интеллекта. Работы, из-за которого частично перекроют мост, продлятся с 3 июня до середины августа. При этом останутся доступны 3 полосы движения. В последний раз мост ремонтировали в 2014 году. На неделе в столице Башкортостана тренировались тушить лесные пожары. Спасатели ликвидировали очаги возгорания в лесном массиве рядом с частными домами в микрорайоне Затон. Задействовали почти 200 человек – спасателей, электриков, газовиков, сотрудников водоканала и других специалистов. Отработали и пилоты вертолета К-32, сбросив несколько тонн воды на место предполагаемого пожара. Сезонная угроза по-прежнему сохраняется. На неделе прошел очный этап программы «Герои Башкортостана». Его цель – подготовить новое поколение управленцев из числа участников и ветеранов СВО. Они выполнили одно из заданий, уже предложили идеи развития родной республики. 70 человек, успешно прошедшие все этапы отбора, попадут в образовательную программу, которая начнется 21 июля и продлится год. На участие поступило более 2000 заявок, в том числе из других регионов. Денис Мацуев представляет «Диалог поколений». В Уфе прошел 3-й музыкальный фестиваль, продолжающий многолетнюю работу народного артиста России по продвижению талантов. За 4 дня зрители прикоснулись к шедеврам разных эпох, от классики до джаза, в исполнении признанных музыкантов и молодых исполнителей. А еще коллектив Башдрамтеатра триумфально вернулся из Казахстана. Зарубежные зрители стали свидетелями 2 постановок, которые вызвали бурю эмоций и восторженные отклики. Гастроли оставили яркий отпечаток в культурной жизни обеих стран, укрепили дружеские связи и открыли новые горизонты для сотрудничества.
Большинство жителей республики довольны качеством башкирских двориков. Результаты проведенного опроса и насущные вопросы обсудили на заседании Временной рабочей группы Общественной палаты Башкортостана по вопросу общественного контроля над проделанным благоустройством. Общественники мониторили качество ремонтных работ во дворах по утвержденному чек-листу. Дальше выезды запланированы в 5 городов и 15 районов республики. Напомним, по инициативе Радия Хабирова программу благоустройства решили продолжить и в этом году. Студия. Спасибо, Алия. На этом наш выпуск завершен. Далее в эфире авторская рубрика нашего коллеги Руслана Шарафудинова. В своем еженедельном обзоре он расскажет о ключевых новостях в контексте своего личного восприятия. А сразу после программы «Республика Лайв», в которой вы узнаете о том, как глава Башкортостана Ради Хабиров вручил хоккеистам Салавату Юлаеву бронзовые медали континентальной хоккейной лиги. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Здравствуйте, я Руслан Шарафудинов. В эфире наша традиционная рубрика «Между нами». Сегодня о человеке и природе, вернее, о человеческой природе. В Абзелиловском районе Башкирии нарастает напряжение вокруг перспективного медного месторождения. Некоторые горячие головы заговорили даже о новой горячей точке на экологической карте Башкирии. Давайте разберем ситуацию спокойно, на трезвую холодную голову, без крика и демагогии. По-взрослому. Вопрос действительно серьезный. Итак, дано. С одной стороны, реальный масштабный инвестпроект создания горно-обогатительного комбината ценой в 50 миллиардов, 1500 рабочих мест, многомиллиардные налоги, и из них ежегодно 250 миллионов в местный бюджет, который является хронически дотационным, а также социальные инвестиции в развитие конкретно Абзелиловского района. Заманчиво и перспективно? Безусловно. С другой стороны, страхи местных жителей по поводу соблюдения экологических норм, чистоты воды и воздуха. Справедливо и объяснимо? Безусловно. Особенно на фоне картин лунного ландшафта в некоторых местах соседних Баймака и Учелов после варварской деятельности пиратов-золотодобытчиков. Поехали дальше. Давайте сразу вычеркнем из этого уравнения хребет Кыргызстана, название которого постоянно сюда подбрасывают, причем специально, стопудово. Кыргызстан вообще здесь ни при чем. Не планируется ни его геологоразведка, ни тем более разработка. Это вообще похоже на историю с уникальным хребтом Эрендык в Баймаке, именем которого долго размахивали так называемые экоактивисты, в кавычках, в своих корыстных политических целях. Так вот, для сведения, именно Ради Хабиров в 2023 году принял решение о создании особо охраняемой территории на площади 27 тысяч квадратных километров в Баймакском районе, в районе РНДК. И теперь ни один недропользователь не может туда зайти. Правда, она вот в этом. Так что давайте перестанем в конце концов упоминать хребет Кыргызстана в контексте нашей истории. Это чистой воды спекуляция. Салаватский участок медных руд расположен в районе совхоза Салаватское. До ближайшего крупного села 10 километров. Это также далеко и от Кыргызстана, и от озера Яктыкуль. Точка. Дальше по пунктам. До разработки месторождения и строительства комбината еще как до Луны пешком. На данный момент речь идет только о геологоразведке на определенном ограниченном участке. У компании-инвестора есть на нее федеральная лицензия. С одной стороны, она выдается Роснедрами, обязательно к использованию, и для этого не требуется согласование региональных властей. Нет у республики таких полномочий. Записали? С другой стороны, у такой лицензии на разведку есть четкие экологические правила. И вот тут уже республика употребит все свое влияние для контроля за их соблюдением. По закону владелец лицензии на геологоразведку не обязан интересоваться или оглядываться на мнение местных жителей. Нет в законе ничего и про активный диалог с населением, который сейчас ведут в Абзелиловском районе представители компании недропользователя и местные власти. На самом деле это было условие руководства республики, потому что с людьми надо разговаривать, объяснять суть и отвечать на вопросы снова и снова. Сложные вопросы, которых хватает между нами. Надо четко понимать одну вещь. Задача по разведке богатого медью салаватского месторождения в Абзелиловском районе поставлена на самом верху.
Это государственно важная задача по обеспечению стратегическим ресурсом экономики страны и прежде всего военно-промышленного комплекса. В нынешнее судьбоносное время и федеральная лицензия обязательна для реализации. И если этого не сделает ее нынешний владелец, то ее передают другому. И от республики это не зависит никак. Стране нужна медь. Так, наверное, нам лучше иметь дело с понятным партнером, социально ответственным инвестором, который готов разговаривать с людьми и вкладываться в Зауралье, чем на святое место придет неизвестно кто. Кстати, сам директор компании «Салаватская» Тагир Бахтигареев, который будет проводить разведку, горный инженер, родом из Сибая, долго там работал и всю жизнь занимается рудным делом. Башкирия для него не чужая, это его родная земля. В отличие от баймакских золотарей-варваров, это очень известная компания, крупнейшая в России и с большим опытом, современными высокими стандартами недропользования и серьезным отношением к экологии. Что в такой ситуации делают взрослые разумные люди? Стараются выжать из нее максимум полезного. И мне лично близка позиция руководителя одного из местных сельсоветов в Абзелиловском районе. «Промышленное развитие не остановить», — сказал он землякам. «Нравится нам это или нет? Но давайте, зафиксируя на бумаге социальные обязательства инвестора. Давайте». И, кстати, это реальная возможность решить многолетние вопросы в Зауралье и с дорогами, и с благоустройством, и с работой. Когда в последний раз недропользователи в Башкирии выходили разговаривать с народом перед геологоразведкой или разработкой, терпеливо объясняя детали и суть инвестпроекта? Дайте вспомнить. Да никогда. Проблеме бесконтрольной добычи природных ископаемых в Башкирии много десятков лет. Но реальная борьба с этим явлением началась только с приходом Радия Хабирова. И это факт. Привлечение к ответственности недра-хулиганов и приведение их к единому знаменателю – его принципиальная позиция. Масштаб нарушений оказался так велик, что потребовалось создавать специальную межведомственную комиссию. Вот только тогда и пошли уголовные дела, миллиарды штрафов и аннулирование лицензий. Но с салаватским месторождением такого не повторится. Это совсем другая история и совсем другие люди. Можете представить себе ситуацию. Идет Великая Отечественная война. В Ишимбае находят месторождение нефти. Из Верховной Ставки в Уфу летит приказ срочно организовать и принять все необходимые меры для добычи и разработки этих крайне важных для обороны страны ресурсов. Фронту, самолетам и танкам нужно горючее. А башкирский обком партии такой отвечает: сейчас, товарищ Сталин, только вот спросим местных жителей, не будут ли они против нанесения ущерба ишимбайской природе. Если будут против, не в защите. Представили? Да, и я не могу себе такого представить. А если какая-нибудь районная газета «Ишимбайские пруфы» начала бы будоражить людей, провоцировать обстановку и печатать призывы к протестам, то это было бы не 80 часов обязательных общественных работ для их начальника, а 10 лет всем без права переписки, вплоть до машинистки, без всяких судов и апелляций. Вы скажете: ну вы сравнили, времена другие были, война же. Так и сейчас война. Времена и обстоятельства как раз очень даже похожи, аналогии кругом прямые. Все для фронта, все для победы. И давайте называть вещи своими именами. До сих пор экономика как республики, как и всей страны, во многом держится на тех производствах, которые строились в те еще годы, прежде всего из государственных интересов. В свое время волна экологических протестов накрыла медным тазом проект строительства Башкирской атомной электростанции. Вспомнили? И теперь экономика Башкирии испытывает дефицит электроэнергии для своего дальнейшего развития. Большое видится на расстоянии. Было ли ошибкой решение о заморозке строительства, принятое на волне экологического популизма? А вы спросите у жителей города Агидель, что они думают по этому поводу спустя почти 40 лет. Вопрос риторический на самом деле. И в завершении еще об одном моменте. Как всегда в таких ситуациях сразу появились провокаторы и манипуляторы, которые усиленно мутят воду и головы сельчанам. Организованная информационная кампания, профессиональные видеоролики, прокламации и призывы в Телеграме. Знакомая до боли картина, не правда ли? Подтянулись иноагенты, которые разжигают на безопасном расстоянии от родины. Качают тему экоактивисты, большая часть которых почему-то из Магнитогорска. Экоактивисты, они, конечно, в кавычках,
и завязаны на туристических дельцов с челябинскими номерами, которые оптом скупают землю в курортной зоне района для строительства все новых и новых отелей-самостроев. Ими плотно утыкан весь Ектыкуль и другие озера района. Налогов в бюджет района они толком не платят. Все дерьмо напрямую сливается в озеро Банное. Вот где реальный ущерб экологии. А экономическое развитие Абзелиловского района им невыгодно. Это же для них как кормовая база. Такая вот картина маслом. Ничего не напоминает? Ни один из публичных провокаторов, которые призывали к акциям протеста в Баймаке в свое время и потом остались в стороне, не помог семьям задержанных. Попавшие в уголовные жернова осознали, что их просто использовали. Только вот понимание пришло слишком поздно. До свидания. С вами был Руслан Шарафутдинов. Включайте свою голову, чтобы потом не было мучительно больно за понимание того, что вас подставили и бросили. Берегите себя и своих близких. Все будет хорошо.